Бүгін Қырым-Татар Милли театрында Закир Абдулаевның хатыры ақшамы кечіріле. Закир Абдулаев аз олса біле қайтарма ансамблінде чалышты, ләкин бұйық іссе қалдырды. О, сақ олса еді, бұл сене октябрның 15-інде 77 яшыны толдырыр еді. Сайқылдаслар, менің янымда Закир Абдулаевның, рахметлі Закир Абдулаевның омыр арқадашы Нияра ханым. Нияра ханым де Закир аға кебі қайтармада чалышты. Сіз балетте Закир аға есе солист оларақ. Амма не үшіндір малюматлар пек аз. Біраз екей етіңіз? Мы с моим мужем Закиром Абдулаевым работали 71-75 годы. Мы ветераны Хайтармы. Он пришел в 71 году, я после балетной школы пришла в 72 году. Как говорится, молодые встретились в 1972 году, засватались, женились. И мы ушли в 1975 году, когда наметили уже первого ребенка. Получается, в Хайтарме он проработал буквально несколько лет. 5 лет. Расскажите про то время, что он исполнял, каким он был солистом. Закир Абдулаев был очень талантливым, красивым, молодым человеком. Его очень любили зрители. Исполнял он только в основном эстрадные песни и очень любил делать премьеры этим песням. Песни Эдема Налбантова, Февзи Алиева, Яя Шерфединова он исполнял первым. Ну и знаменитая его песня получилась «С хорошим Бен». Вот это его была коронка, его без биса не отпускали. Вот после этого никто ее не пел. Нияра ханым, после того, как он ушел с Хайтармы, чем он занимался? Он не ушел с искусства. Он вечером работал в ресторане и со своей группой свадебной 20 лет играл татарские свадьбы. Угу. Был свадебным музыкантом. Да, музыкантом, певцом. На чем играл? Играл на трубе, на даре играл, ну, естественно, пел. Папа устроился на работу, и параллельно они создали ансамбль «Милевше», да, в Чкаловском дворце культуры. Вот, также в создании у истоков стояли Сияр Эмиров, Талят Ага. И они, в принципе, продолжали заниматься творчеством, давали концерты, ездили на гастроли, ну и, в принципе, были достаточно узнаваемы в своем городе. Вот, и продолжали, как говорится, то дело, которое они очень любили. Что он говорил про то время? Он не ностальгировал, что вот он рано ушел с Хайтармы? Какие были разговоры? Да, была ностальгия. У меня была. Мы очень больно это все пережили. Ну, семья, как говорится, и постоянные гастроли – это не для семьи. Поэтому мы решили вот так вот поступить. У нас 3 сына. Вот, они тоже поют. Он очень радовался, что у нас есть вот ребята, которые поднимают нашу культуру, которые выходят. Но он бы сказал так: ребята, не стойте на месте, работайте, работайте. У вас все впереди. Каким вы его помните? Каким он был отцом? На самом деле это понимание, конечно, приходит уже после. Вот. Конечно, он за нас очень переживал, и мы не могли иногда понять эту излишнюю тревогу и заботу, и нам было, может быть, даже дискомфортно немного, но мы понимали, что это любовь отцовская и переживание, которое нас оберегало. Он был творческим человеком всегда. Я помню, что папа любил очень петь, он всегда что-то напевал. Иногда даже у него была труба, он ее хранил в особенном месте, и мы слышали звуки трубы. Радовался тому, что делаем мы. То есть он вас поддерживал в вашем творческой жизни? У нас, в принципе, особо не было, как говорится, шансов не закончить музыкальную школу, но, к сожалению, мы не продолжили обучение, музыкальное образование. Почему так мало о нем информации? Папа не любил публичности. Он как-то очень к этому моменту относился по-особенному. Он ушел со сцены и считал, что тот момент, когда он был на сцене, то есть он как бы имел право быть ярким, быть узнаваемым.
Вот. Но когда он ушел со сцены, он полностью погрузился в семью, в работу. Сегодня концерт, посвященный его памяти. И ему 15 октября исполнилось бы. 77 лет. Что сегодня ожидает зрителей? Мы хотим сохранить память о нем в первую очередь. Мы хотим познакомить людей, которые, возможно, не знали или знали мало о нем, что был такой артист, что он